الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Сегодня начинаем толкование суры Аль-Кахф, или пещера, как переводится. Это сура, которую мы стараемся читать Яумуль Джум'а, в пятницу, из-за тех достоинств, о которых упомянуто в некоторых хадисах. О них мы позже тоже поговорим, иншаллах. Сура Аль-Кахф, пещера, это мекканская сура. Мы уже говорили о том, что значит мекканская сура. То есть это сура, ниспосланная до переселения в Медину. Ученые разделяют суры Корана на два вида. Это суры мекканские и суры мединские. Суры мекканские – это те, которые были ниспосланы до переселения, хотя они могли быть ниспосланы даже в другом месте, не в Мекке. А суры же мединские, которые были ниспосланы после переселения в Медину, хотя могли быть ниспосланы также в другом месте, может даже в Мекке, как в последние годы пророчества. Однако, несмотря на это, они все равно называются мединскими, согласно мнению большинства ученых. Именно по этому критерию они разделяют суры. И сура Аль-Кахф, она мекканская. И название этой суры упоминается в нескольких достоверных хадисах, как один хадис, который упоминает имам Муслим и Абу Дауд от сподвижника по имени Абу Дарда, радийаллаху анху, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Ман хафиза 10 аятин мин ауали сурати аль-Кахфи, усима мин фитнати ад-Даджджаль». Тот, кто выучит первые 10 аятов из суры Аль-Кахф, то он будет защищен от смуты Даджджаля. В другом риваяте у имама Муслима приводится «Мин ахириль Кахф», последние 10 аятов. То есть оба этих варианта хадиса, они достоверные, однако разные пути передачи. И в одном хадисе упоминаются первые 10 аятов, а в другом хадисе упоминаются последние 10 аятов. И поэтому, если человек выучит первые 10 аятов и последние 10 аятов, то он уже в любом случае, иншааллах, заполучит вот это благо. Именно защита от смуты Даджджаля. А это самая сильная смута, которую увидят люди в этом мире. Начиная от Адама и до судного дня не будет смуты страшнее, не будет смуты серьезнее и сильнее, чем смута Даджджаля. Еще принято называть его антихрист, Даджджаль, приход которого является одним из великих признаков приближения судного дня. Но разговор у нас не о нем. Однако смута его будет сильна, и многие люди, которые, будучи уверенными в своей вере и своей богобоязненности, они выйдут ему навстречу, чтобы противостоять ему, и будут убеждены в том, что они не поддадутся его искушению, и эти люди обернутся неверующими, последуют за ним. Такова будет его смута, его испытание, оно будет очень серьезным. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, завещал, что если вы услышите о том, что появился Даджджаль, то не встречайтесь с ним, уходите от него. Если же вам придется все-таки с ним столкнуться, то помните, что ваш Господь не одноглазый, не а'вар. Он видящий, он всевидящий, а Даджджаль же он, аль-а'вар, у него одного глаза нету. Это одна из примет Даджджаля. И одно из средств защиты от смуты Даджджаля – это заучивание первых или последних 10 аятов
суры Аль-Кахф. И также мы знаем, это дуа, который мы произносим перед салямом. Дуа, которому научил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в последнем ат-тахияте, перед тем, как дать салям, да, прочитали ат-тахият, прочитали салават, и у нас время делать дуа, и в это время необходимо и следует человеку делать дуа. Аллахумма инни а'удhu бика من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. О Аллах, я прибегаю к Тебе от наказания в могиле, от наказания адом, от смуты или испытания жизни и смерти и от испытания Даджаля. Это даже некоторые ученые обязали читать это дуа перед салямом. Поэтому следует каждому это дуа выучить и читать его в конце намаза. И также стараться выучить первые и последние 10 аятов суры Кахф, чтобы защититься от смуты, от этого страшного испытания. В другом хадисе также где упоминается именно название это сура Аль-Кахф. Сура Аль-Кахф. Хадис, который приводит Аль-Бара ибн Азиб, сподвижник Аль-Бара ибн Азиб в Сахихе Аль-Бухари, что однажды один из сподвижников читал суру Кахф. И он, когда во время его чтения, он увидел некую тень, облако, которое не сходило с неба. Не сходило с неба, и при виде которого его верховое животное, которые были привязаны рядом с его жилищем, они начали пугаться, начали беспокоиться. И когда он сообщил об этом пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Тилька сакинату таназзалят бил Кур'ан». Это есть успокоение, которое ниспослано посредством Корана. В этом хадисе тоже упоминается сура Аль-Кахф. То есть это название, приходящее в достоверных хадисах. Далее есть вопрос касательно чтения этой суры именно в день пятницы, или же, как в одном из хадисов от Абу Саид аль-Худри приводится: «Ман караа сурат аль-Кахфи лейлат аль-джум'ати адаа лаху мин ан-нури фима бейнаху ва бейна аль-бейт аль-атиq». Тот, кто прочтет суру Аль-Кахф с вечера пятницы, то оно будет сиянием для него. Где-то в хадисах приводится, кто будет читать суру Аль-Кахф днем, в день пятницы, то она будет освещать его, это будет светом для него в судный день. Как приводится от Абдулла ибн Умара, она будет для него светом в судный день, и у него простятся грехи, которые были между двумя пятницами. Так вот, касательно этих хадисов, да, о достоинстве чтения суры Аль-Кахф именно в день пятницу, ученые-мухаддисы, они разделились на различные мнения. Одни сказали, что эти хадисы достоверные, сахих, и они доходят до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, изучая путь передачи хадисов, они сказали, что хадисы о достоинстве чтения суры Аль-Кахф именно в пятницу, они являются достоверными, да, и доходят до самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Другие же ученые сказали, да, их мнение касательно этих хадисов, изучая пути передачи этого хадиса, сказали, что хадисы, они не доходят до самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однако доходят до сподвижников, останавливаются на сподвижниках, как известный хадис Абу Саид аль-Худри или же хадис Абдулла ибн Умара. Однако они же также сказали, если даже дошли до сподвижников, да, но нет достоверного пути, что хадис доходит до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то информация о достоинстве чтения суры в пятницу сподвижник сам бы от себя не смог ее придумать. То есть он должен был услышать это от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть одни ученые сказали, что хадисы достоверны и доходят до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и можно ими руководствоваться и надеяться на ту награду, которая указана. Это прощение грехов между двумя пятницами и свет, нур, который осветит человека и в судный день будет светом для него. Другие сказали то, что хадисы именно до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слабая цепочка передач, однако они останавливаются на сподвижниках, но все равно сподвижники такую информацию от себя бы не могли сказать, следовательно, они услышали ее от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому чтение суры в пятницу, оно является мустахаб,
И это было действие некоторых сподвижников, как тоже Абдулла ибн Умар, от него достоверно приводится, что он читал суру Кахф в пятницу, и желательно суру Кахф в пятницу читать. Это является мустахаб, то есть желательным действием. Это небольшое пояснение касательно хадисов о достоинстве чтения суры Кахф в пятницу. И далее причина неспосылания данной суры. Причина неспосылания данной суры. Сабаб ан-нузуль. Многие толкователи Корана приводят причину. И также Ибн Исхак, автор сиры, биографии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, приводит эту историю, однако приводит ее без цепочки. А имам ат-Табари же приводит эту историю от Абдулла ибн Аббаса. Во многих книгах тафсир ее можно найти. Что причина неспосылания суры Кахф была следующая. Когда многобожники, мушрики Мекки увидели и поняли, что призыв пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, изо дня в день он лишь усиливается, мусульман, верующих, принявших ислам, становится все больше и больше, и все методы противодействия призыву, которые они использовали, обвинения во лжи, обвинения в колдовстве, обвинения в сумасшествии, бойкотирование мусульман, травля, издевательства, пытки и так далее, они все равно не приносят желаемого результата, и призыв распространяется, мусульман изо дня в день становится все больше и больше. Они начали искать другие еще способы, как же с этим бороться. То есть, смотрите, они боролись различными путями, пытались остановить истину. И шайтан, несомненно, им подкидывал разные идеи и мысли. И тут они пришли к такой идее, раз в Коране упоминаются истории о предыдущих пророках, о Мусе, о Ибрагиме, они решили отправиться за советом к иудеям. В Мекке не было иудеев, исповедующих иудаизм, яхуд, однако 3 племени жило в Медине. Тогда город назывался еще Яфриб. Они отправили 2 людей, Ан-Надр ибн аль-Харith и Укба ибн Аби Муайт. 2 этих людей они отправили в Медину за советом к иудеям. Эти иудеи, это обладатели Писания. Придя к иудеям, что им сказали они? Они сказали: когда вернетесь, задайте ему, то есть пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, 3 вопроса. Если он ответит вам на эти 3 вопроса, то он действительно пророк. Однако, если он не сможет ответить на эти 3 вопроса, то он измышляет ложь и является лжепророком. Что же эти за 3 вопроса они сказали? Они сказали: спросите его о юношах, которые укрылись в пещере, спросите его о человеке, который достиг запада и востока и путешествовал по земле, и спросите его о душе, ар-рух. И, вернувшись в Мекку, они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и задали эти вопросы. Что это за юноши, которые укрылись в пещере? Кто это за человек, который путешествовал с запада на восток? И что это такое душа? И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я отвечу вам завтра. Потому что у него не было знания об этом. Он ждал, когда Всевышний Аллах не спошлет вахи, откровение. Однако, что тут сказано? Он не сказал инша Аллах. Я отвечу вам завтра, но не сказал инша Аллах. Это также будет упомянуто в суре Аль-Кахф. К этому мы придем, инша Аллах. И на следующий день нету откровения. Джибриль, алейхиссалям, не пришел. И так прошло несколько дней, где-то приводится 3 дня, где-то приводится 15 дней, долгое время пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, Джибриль не приходил. И тогда уже мекканцы начали чувствовать что они отдалили пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Начали распространять слухи, что мы задали вопрос, он сказал, что ответить, но ответа до сих пор нету, следовательно, он не может ответить на эти вопросы, которые мы ему приготовили.
И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это было тяжкое время для него, однако в итоге Джибриль, алейхиссалям, принес суру Аль-Кахф и принес ее полностью, как говорят толкователи Корана. То есть эта сура Аль-Кахф была ниспослана полностью за один раз. Мы знаем, что суры Корана, они не спосылаются частично. Да, аят, несколько аятов, может один аят, потом из другой суры несколько аятов, из третьей суры несколько аятов, и так на протяжении 23 лет. Однако сура Аль-Кахф – это одна из сур, которая была ниспослана полностью, как говорят толкователи Корана. И в этой суре как раз и есть идет ответ на два из вопросов, а на третий вопрос приходит ответ суре Аль-Исра. Первое. Рассказывается история людей, укрывшихся в пещере, да, полностью. И также рассказывается история человека. Кто же за человек? Это Зуль-Карнейн. Зуль-Карнейн, о котором мы поговорим в конце суры Аль-Кахф, иншаллах. И ответ, что же такое душа, Всевышний Аллах говорит: «Яс'алунака ани рух, кули руху мин амри рабби, ва ма утитум мин аль-ильми илля калиля». Они спрашивают тебя о душе, скажи: душа – это повеление Всевышнего Аллаха, и вам даровано из знания лишь малая доля. Касательно слова «ар-рух», также есть некоторое мнение, что это вопрос о Джибрииле. То есть, когда яхуды спросили о рухе, слово «рух» в Коране упоминается как к душе, так и рухом называется, дух, да, называется Джибриль, как в суре Аль-Кадр. «Таназзалу аль-малаикату вар-руху фиха». В эту ночь нисходят ангелы и ар-рух, ангел Джибриль. Вот такое толкование тоже есть. То есть третий вопрос. Или же говорят, это было о душе, именно душа человека, или же говорят, это было о рух, о Джибриле. Однако на оба вопроса ответ один. Это повеление Всевышнего Аллаха, и вам даровано из знания об этом лишь малая доля. Таким образом, ответ на эти вопросы от яхудов также пришел, и он был исчерпывающим. Не могли с этой стороны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, также как-то упрекнуть. И начинаем саму суру. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Аллах говорит: «Альхамдулиллахи аллази анзаля аля абдихи аль-китаба ва лам ядж'аль лаху айваджа». Хвала Аллаху, который не спаслал своему рабу книгу и не допустил в ней никаких искажений. Сура начинается со слов «Альхамдулиллах», что переводится, как мы все знаем, «Хвала Аллаху». Мы 5 раз в день, в каждом навазе, в каждом ракаате произносим это «Альхамдулиллах», «Хвала Аллаху, альхамдулиллахи раббиль алямин». И здесь сура также начинается с похвалы. И тут интересное примечание есть от Ибн Ашура, толкователя Корана, и говорит, здесь слово «альхамдулиллах», оно подобно восхвалению Аллаха перед хутбой. Мы знаем, что тоже сунна является перед хутбой, это восхваление Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, дуа прочесть. «Альхамдулиллахи раббиль алямин, вассалату вассаляму аля расулиллах». И эти слова восхваления Всевышнего Аллаху произносятся перед тем, как сообщить о чем-то важном. Так же, как на хутбе имам сообщает что-то важное, великое наставление делает, он перед этим восхваляет Всевышнего Аллаха. Вся хвала принадлежит лишь Аллаху. Вся хвала, то есть совершенная хвала, полноценная хвала. Аллах – обладатель совершенных качеств и наипрекраснейших имен. И нет никого и ничего подобного Ему, и никого совершенного наряду с Ним. И поэтому лишь Он заслуживает эту совершенную похвалу. И также похвала, касательно похвалы, мы хвалим кого-то или что-то по двум причинам. Или же за какие-то прекрасные качества, которые есть в том, кого мы хвалим. Например, о, какой он знающий, о, какой он сильный, о, какой он красивый, о, какой он умный. Мы хвалим друг друга, хвалим людей, хвалим детей и так далее. Да? За что мы хвалим? Хвалим за какое-то качество, которое нам нравится в них. Вторая причина похвалы – это
добро, которое нам оказали. Кто-то тебе помог, ты хвалишь его. Да? Или же мы это также называем благодарность, шукр делаем. Рахмат, ты очень сильно помог, спасибо тебе большое, ты меня выручил и так далее. Мы его за это хвалим. То есть две причины, по которым мы кого-то или что-то хвалим. Это качество, которое нас восхищает в них, или же это благо, которое они нам оказали. И из этой стороны, да, даже с этой стороны, в основе, если мы хвалим кого-то за эти качества, то больше заслуживает похвалу за те вещи сам Всевышний Аллах. Ведь те прекрасные качества, за которыми мы восхищаемся в творениях, эти качества даровал им Аллах. Следовательно, Он больше заслуживает похвалу, чем сами эти творения. И также то добро, которое нам оказали люди, они наказали нам это лишь потому, что Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, это позволил и это предписал. Следовательно, Он больше заслуживает похвалы за это добро, которое нам оказывает Его творение. И из этой стороны, да, ученые так и говорят, то есть похвала Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, за Его совершенные качества, за Его величие, и также похвала за те дары и блага, которыми Он нас одарил, даже посредством своих творений. И это похвала, хамд, это поклонение, которое легко на языке, однако оно тяжело на весах. И как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Альхамду лиллахи тамля'уль мизан». Хвала Аллаха, альхамдулилля, они наполняют чашу весов. И в другом хадисе приводится: «Альхамдулилля» — это наилучшее из дуа. Это легкие слова, два слова. «Альхамду лилляхи», хвала Аллаху. Однако их значение очень велико, и их награда очень велика. Поэтому пусть каждый задумается, как часто мы восхваляем Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. За исключением намаза, где мы и так читаем суру Фатиха, и за исключением зикров, которые мы совершаем после намаза. Как часто в обыкновенное время мы просто говорим «Альхамдулилля», восхищаясь величием Всевышнего Аллаха. Да, смотрим на Его творение и восхищаемся Творцом, говорим «Альхамдулилля». И как часто мы благодарим Его за те блага, которыми мы обладаем. И также есть интересное примечание от некоторых ученых, то, что хвала – это поклонение, которое не имеет конца. Хвала – поклонение, которое не имеет конца. Как понять? Всевышний Аллах нас одарил благами, чем-то, что-то нам даровал, мы за это Его благодарим, говорим «Альхамдулилля». И за то, что мы смогли сказать «Альхамдулилля», Аллах Всевышний позволил нам Его поблагодарить, мы должны опять сказать «Альхамдулилля». И за то, что мы опять смогли поблагодарить Аллаха, за то, что Он нам дал поблагодарить себя за то благо, которое нам дарил, мы опять должны сказать, что «Альхамдулилля». И таким образом получается «Альхамдулилля», восхваление Аллаха и шукр – это поклонение, оно, которое не имеет конца. Потому что каждый раз, когда ты говоришь «Альхамдулилля», это Аллах, Субханаху ва Тааля, позволил тебе. Он даровал тебе иман. Он одарил тебе даром речи, пониманием, и ты говоришь «Альхамдулилля», хвала Аллаху. И как только ты сказал «Альхамдулилля», ты уже опять должен благодарить Аллаха за то, что Он тебе позволил это сказать. И как только ты опять сказал, опять ты должен благодарить Аллаха. И таким образом, альхамд, восхваление Аллаха, является поклонением, у которого нет конца. И далее мы сказали «Альхамдулилля», хвала Аллаху. Вся хвала принадлежит Аллаху, Его следует восхвалять. Однако, конечно же, это не говорит, что нельзя хвалить творение или же благодарить творение. Нет, оно дозволительно, а порой даже обязательно. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе от Абу Хурайра, радийаллаху анху: «Ла яшкуруллаха ман ла яшкурун нас». Ла яшкурун нас. Не восхваляет Аллаха тот, кто не восхваляет людей. Тот, кто не умеет благодарить людей. Не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей. Тот,
кто не умеет благодарить людей, сказать спасибо, рахмат за то добро, которое они оказали, он не будет способен благодарить Всевышнего Аллаха. То есть благодарить людей также надо, и хвалить людей также можно за те качества, которыми они обладают. Однако это напоминание о том, что в первую очередь хвалу, благодарность заслуживает Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Кто-то обладает прекрасными качествами, мы ими восхищаемся, хотим его похвалить, но в первую очередь нам нужно хвалить Всевышнего Аллаха, ведь Он даровал ему эти прекрасные качества. А у Аллаха эти качества, они еще совершеннее. Восхищаемся чьим-то знанием, Аллах даровал этому человеку знание, а знание Аллаха, оно совершенно и полноценно. Кто-то даровал тебе благо, помог тебе в жизни, ты можешь его благодарить, похвалить его. Однако всегда помни, что в первую очередь нужно благодарить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, потому что это по его предопределению человек помог тебе. Ведь если бы Аллах Субханаху ва Тааля не пожелал, никто бы никак тебе не смог помочь. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в известном хадисе, наставляя Абдулла ибн Аббас, он так и ему сказал: если ты просишь, проси у Аллаха, если ищешь помощи, ищи помощи у Аллаха, и знай, что все люди, если соберутся, чтобы тебе помочь, они тебе помогут лишь в той степени, сколько позволил Аллах. И поэтому в первую очередь хвала, восхваление, альхамд лишь Всевышнему Аллаху. И далее Аллах говорит: «Аллади анзаля аля абдихи аль-китаб», который не спаслал своему рабу книгу. Своему рабу, то есть пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. В первую очередь здесь абдихи — его раб, свой раб. То есть Аллах назвал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, своим рабом. Таким образом, это возвеличивание. Так же, как, например, Кааба называется домом Аллаха, его домом. Да, тем самым это придает величие этому дому Каабе. И также Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его назвал своим рабом. То есть это возвеличивает его степень. И в то же время это напоминание о том, что даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обладающий наилучшими качествами, самый близкий к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, он все равно остается лишь рабом его. Он не обладает никакой божественной сущностью, божественными качествами, не обладает никакой долей в управлении этим миром. Следовательно, к нему не подобает обращаться с какими-то просьбами, мольбами, так, как обращаются ко Всевышнему Аллаху. Ведь он лишь абд, раб. Всевышний Аллах напоминает об этом. Надо просить у Ар-Рабб, у Господа, у Творца, у Создателя и у Управляющего. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он наилучший из творений, однако он все равно остается абд. И не подобает нам к нему обращаться так, как обращаются ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И не спаслал ему аль-китаб, книгу, то есть Коран. И тут, восхваление, мы сказали, восхваляем Всевышнего Аллаха за те блага, которыми Он нас одарил. И самым лучшим благом, конечно же, является что? Это послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это вот аль-китаб, это книга аль-Кур'ан, которую Всевышний Аллах не спаслал. Вот если задуматься, люди, человечество за всю свою историю какие только страшные грехи и ужасные поступки не совершали. И самое ужасное, что они совершили, это ширк, многобожие в отношении Аллаха или неверие. Однако Аллах, субхану ва тааля, несмотря на все это, Он оказывает им свою милость. Что Он делает? Он отправляет пророков, Он отправляет им Писание, Он отправляет им руководство, чтобы люди взяли его и исправлялись, в лучшую сторону шли. И за это, конечно же, Всевышний Аллах заслуживает наилучшую похвалу. И Он не сделал, не допустил в этой книге искажения. Не допустил в этой книге искажения, то есть недостатков, ошибок, каких-либо бы то ни было. То есть тексты Корана, они соответствуют действительности. В них нет ошибок, в них нет лжи. И также эти тексты, они, все наставления, все повеления Корана, они не лишены мудрости, не лишены пользы. Если что-то повелено в Коране, значит не просто так. Это польза для творений. Если в Коране что-то запрещено, это не просто так. Значит, в запретном есть вред для творений.
Значит, вот это Коран «Лям яджаллаху валям яджаллаху айваджа» и не сделал в нем никаких искажений, недостатков. Совершенное Писание, священный Коран. И в другом аяте в суре Ан-Ниса Всевышний Аллах говорит: «Афаля ятадаббаруна аль-Кур'ан, валау кана мин инди гайри Аллахи лаваджаду фихи ихтиляфан кафира». Разве они не размышляют над Кораном? Ведь если бы этот Коран, книга, была не от Аллаха, а была речью и словами людей, то они бы увидели в нем большое количество несоответствий, ошибок. Однако Коран пречист от этого. Он совершенен, как и сам Творец, который ниспослал это Писание, как сам Всевышний Аллах, который произнес эти слова. Ведь Коран — это речь Всевышнего Аллаха. И далее Всевышний Аллах, продолжая в следующем аяте, говорит: «Кайима». Первый аят: «Альхамдулиллахи аллади анзаля аля абдихи аль-китаба ва лам яджаль лаху айваджа». Хвала Аллаху, который ниспослал книгу своему рабу и не сделал в нем никаких недостатков. И второй аят начинается со слов «кайима». И сделал эту книгу «кайиман». Относительно смысла слова «кайиман» в книгах тафсира есть два толкования. Первое толкование «кайиман» переводит как прямым, правильным, то есть пречистым от недостатков. В этом толковании получается вот это слово «кайиман» усиливает слова «лям яджаль лаху айваджа», не сделал в нем недостатков, а сделал его каким? Прямым, правильным, совершенным. Однако есть другое толкование. Если, например, вернуться к толкованию Ибн Ашура, то он говорит это даже более правильно, что «кайим» — это книга, это то, которое заботится и является попечителем других. Как имя Аллаха, например, Аль-Кайюм. Он тот, который заботится о делах своих творений. И вот эта книга тоже «кайим» — заботится, то есть ее содержание, ее наставление, оно приносит пользу тем, кто ее читает. И тогда смысл будет таков: это книга, в которой нет искажений, и она является заботящейся о тех, кто ее читает, то есть приносит им пользу. На какой аят похоже данное содержание? Из другой суры. Книга, нет в ней искажений, и она приносит пользу читающим. Это да, так и приводит, и говорит. И тогда смысл схож с сурой Аль-Бакара. «Залика аль-китабу ля райба фих, худан лиль-муттакин». Это книга, в которой нет сомнений, и она является руководством для богобоязненных. Здесь тоже смысл: «Лям яджаль лаху айваджа», не сделал в ней искажений, «кайима», и она является заботящейся и руководством для читающих ее. И для чего же книгу эту ниспослал Всевышний Аллах? Он говорит: «Лиюнзира ба'сан шадидан мин ладунху ва юбашшира аль-му'минина алладина я'малуна ас-салихати анна лахум аджран хасана». Для того, чтобы предостеречь от ба'сан шадида, от сильной ба'с. Ба'с в арабском языке имеет два значения. Это сильная боль или же сила, с которой сталкиваешься на поле сражения. Это сила, которую ты видишь от врага. То есть это сила врага, с которой ты столкнулся. И Аллах говорит, Он ниспослал эту книгу, чтобы предостеречь от сильной боли, либо же от силы врага, с которой вы столкнетесь. И вот здесь, три вида толкования есть. Имам Ат-Табари, например, он сказал то, что здесь это предостережение мекканских многобожников, что вы столкнетесь с силой врага, то есть с окрепшими мусульманами, которые впоследствии вас одолеют. И это и сбылось. Другие же ученые, большинство ученых сказали, что ба'сан шадид, сильная боль, это предостережение о сильных мучениях в аду в следующей жизни. Например, имам Аль-Куртуби же сказал то, что это касается и этого мира, и сильной боли, мучения, адском пламени в следующей жизни. Три вида. Однако они, по смыслу они друг другу не противоречат. Если же взять толкование имама Табари,
то, что предостережение многобожникам, что вы столкнетесь с силой мусульман на поле сражения, то это действительно сбылось, и это является чудом Корана, то есть пророчеством того, что будет в будущем. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ и обрадовать верующих, الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, которые совершают благие деяния, أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, то, что им уготованы наилучшие, наипрекраснейшие вознаграждения. Аджр, награда, наилучшая, наипрекраснейшая. И здесь, так же, как в суре Аль-Аср, Всевышний Аллах упомянул, два качества, которым должен человек обладать, чтобы заполучить это вечное наслаждение и блаженство. Это аль-иман, вера в Аллаха, субхану ва тааля, и амалюн салих, благие деяния. Лишь уверовав в Аллаха, субхану ва тааля, и подтвердив это своими делами, совершая его повеления, оставляя запреты, человек заполучит, достигнет это аджр хасан, наилучшее, наипрекраснейшее вознаграждение. Аджрун хасан, наипрекраснейшее вознаграждение, в том смысле, что это вознаграждение, это блаженство, которое уготовано в следующей жизни, в нем нет никаких недостатков. Оно постоянное, и ничего не мешает человеку им наслаждаться. Ведь если в этом мире взять, в этом мире тоже множество всяких приятных моментов, блаженств, однако в этом мире оно совершенно не постоянно, всегда что-то мешает тебе этим насладиться. А в раю же аджрун хасан, постоянное, совершенное, прекрасное вознаграждение, которое не имеет ни конца, и ничто тебе не мешает им наслаждаться. Макифина фихи абада, и они пребудут там вечно. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, и также это Писание ниспослано для того, чтобы предостеречь тех, кто сказал: Аллах породил себе ребенка. Аллах породил себе ребенка. И тут ученые говорят, что это в первую очередь касается мекканских многобожников. Ведь они говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха. Валя'яду билля. И также тем людям, тем приверженцам разных верований, которые считают, что Всевышний породил себе потомство. «Ма лахум бихи мин ильм». И Аллах тут же их пресекает, говорит, у них нет об этом знания. То есть они говорят это, но у них нет знания, нет веских доводов, достоверной информации об этом. Они лишь измыслили это. «Валя ли абаихим», и нет у их отцов также об этом знания. Это также сразу пресекает возможный ответ. Ведь многобожники говорили, мы следуем той религии, на которой были наши отцы и деды. Аллах субхану ва тааля говорит, что у вас нет знания об этом. Вы говорите, Всевышний породил потомство, но у вас нет знания. И нет у ваших отцов также об этом не было знания. Кабурат калиматан тахруджу мин афвахихим, как же велико слово, которое выходит из их ртов. И якулуна илля кадиба, и говорят они лишь ложное. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах.